Сегодня великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину исполняется 223 года. В 2011 году был учрежден День русского языка, а познакомил казахский народ с творчеством и наследием основоположника современного русского языка просветитель степи Абай Кунанбаев. Пушкин и Абай – два гения, которым была чужда национальная ограниченность. Именно благодаря переводам Абая казахский народ познакомился с произведениями Пушкина. Просветитель казахской степи построил мост между культурами русских и казахов. Вообще искусство близко. Искусство принадлежит, правда, народу. Нет границ. Вот, например, общение с 18 век, 19 век. Смотрите, вот там этот Абай читал Лермонтова, Пушкина. Вот Лермонтов там перевел через Гёте. У Абай, например, у Пушкина перевел Онегина, это Татьяны письма, но не полностью он. Тәңір қосқан жар едің сен, жар ете алмай кетіп ең. А мы поем полностью вот это Татьяны письма. Татьяның сөзі, она Абай называется. Татьянаның Онегинге жазған хаты. Амал жоқ қайттым білдірмей, япырмау қайтып айтамын. Қоймады дертін күйдірмей, не салсаң да тартамын. Талайсыз, бақсыз мен сорлы, еріксіз аттап ұяттан, қорлыққа көндім бұл құрлы. Бар денемнің бәрі бұрмыз, айырылуға жарамас. Мына дәулет, мына асыл қыз, болды маған арамас. Ол жас ағаш, бір қызыл гүл, жапырағы жаңғырар. Сорлы Онегин, жолды өзің біл, қай тарапқа қаңғырар. Страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне порокой ваша честь, и смело ей себя вверяю. Переводами Пушкина Кунанбаев создал культурный портал. В строчках Абая симбиоз духа Руси тех времен тонко переплетается с духом казахской степи. Вот если мы живем в Казахстане, если не Абая не знать, если, например, в России живем, Пушкина это не знать, это же вообще, мы же, когда выходим за рубеж, выходим Абай, говорим, вот Абай, стихи. Вот, так что она сближает народов, это обязательно нужно. Общение называется с поэзией. Парадигма дружбы языков, народов и искусства незыблема. Абай и Пушкин – наше все. Раиса Мургунова, Алексей Михедов, Юрий Белевский, Даулет Кашкарбаев, Иртыс Акпарат.